Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. После недолгого затишья дашогузские коррупционеры увеличили суммы взяток. По данным последней переписи, больше половины жителей Дашогузского вилаята живут в глиняных домах, и многие семьи годами стоят в очередях на квартиру. Ипотечные многоэтажки вроде бы возводятся, но право заехать в них получают вовсе не те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а фиктивные покупатели и черные риэлторы, которые затем перепродают свою очередь втридорога. Все это происходит с ведома и покровительства коррумпированных чиновников. После предыдущей публикации Turkmen News об их махинациях с землей и недвижимостью, заместитель хакима Дашогуза Бегмухамед Игдиров и его коллега из шабатского этрапа Назар Гильдыев, а также и другие причастные, остались безнаказанными. Поэтому не только не отказались от прежних схем, но и придумали новые, их детали, а также новые имена и другие подробности, которые могут оказаться интересными надзорным органам. В новом видео Turkmen News. Назар Гильдыев за 10 лет превратил свою подпись заместителя хакима в самый продаваемый бренд шабатского этрапа, а у Бегмухамеда Игдирова схожий бизнес в вилаятском центре. После первой публикации про них чиновники притихли, но оказалось, они просто пересиживали шумиху, после чего подняли цены и запустили новую линейку услуг. А вначале было так. В течение 10 лет Гильдыев, который является также членом комиссии по земельным вопросам, председателем комиссии по архитектуре и градостроительству и председателем комиссии по прописке шабатского этрапа, вымогал деньги за свою подпись. Только за прописку ему и начальнику этрапского паспортного стола по имени Шагильды нужно было платить 10 тысяч манатов или $500. А на получение разрешения на строительство цена доходила до 200 тысяч манатов. Так решил когда-то Максат Пасмаков, свояк Гильдыева и управлявший делами Хакимлика. Цены же Игдирова в Дашогузе и так были выше в разы, их ему помогала держать целая группа. Главный архитектор города Шохрат Тувакбаев и его предшественник по имени Ахмед, а также начальник биржи недвижимого имущества или по-старому квартбюро по имени Реджеп и несколько риэлторов. Вместе с Реджепом Бегмухамед Игдиров зарабатывал на переоформлении квартир в новом городке близ аэропорта. Это жилье когда-то распределяли Назар Гильдыев с подчиненными. Цены от Гильдыева, Игдирова и их подельников, которые приходилось платить рядовым застройщикам и обычным людям, и без того выходили за рамки разумного, теперь же они поднялись на 30%. Заместитель хакима шабатского этрапа Гильдыев запустил новую услугу. Он продает очереди на квартиры в строящихся четырехэтажных домах. Реализует же идею главный архитектор этрапа по имени Мухаммед. Какое отношение он имеет к распределению жилья, не ясно, но дело у него спорится. А выглядит это так. В Дашогузе в очереди на улучшение жилищных условий стоит около 3000 человек. Несмотря на активное строительство жилья, все равно не хватает, многие ждут своей очереди годами. Зато на рекламном портале TM Cars есть масса объявлений, где продают квартиры в новостройках. Но продают не само жилье, а право на его покупку без очереди. То есть продавец уже выплатил первый взнос в размере 10% от стоимости квартиры, скажем 80 тысяч манатов, а с покупателя берет 200 тысяч. Где 80 за первый взнос и еще 120 за возможность приобрести это жилье в обход всех очередей. А дальше покупатель в течение 30 лет будет выплачивать банку еще и основную ипотеку. Сумма в 120 тысяч манатов или около $6000 включает в себя долю риэлтора, долю изначального хозяина жилья и взятку за переоформление ипотеки на покупателя. Откуда берутся подобные объявления? Казалось бы, если человек ждал квартиру и ему наконец посчастливилось ее приобрести, то он не станет тут же выставлять ее на продажу. Но дело именно в том, что продавцы эти, а на самом деле черные риэлторы, мошенники в сфере недвижимости, а изначальные владельцы жилья – фиктивные лица, приближенные к Назару Гильдыеву. Дашогузские чиновники, имеющие власть над распределением жилья, усиливают и без того его острый дефицит, передают или продают места в очереди именно этим лицам, а не тем, кто действительно нуждается в новом жилье. По такой схеме распродали дома в железнодорожном поселке в северной части Дашогуза.
Место в очереди Назар Гильдыев выделял за 15-30 тысяч манатов, в зависимости от этажа. Желающих было много, люди всеми силами стараются взять ипотеку под 1% годовых. Так как купить жилье даже на вторичном рынке, но за наличные, многим не по карману, а те, кто не успел заплатить Гильдыеву сам, теперь будут вынуждены торговаться с черными риэлторами и переплачивать уже в разы больше. Новый способ тянуть жилы из земляков нашел и Бегенч Таганов, бывший начальник отдела строительства Хакимлика того же Шабатского этрапа. Он также зарабатывал на распределении квартир и продаже собственных подписей, как и Гильдыев, но не ужился с последним, поэтому сейчас Таганов возглавляет другой отдел, экономический, и курирует торговлю. На новом месте ему вообще не приходится ходить по магазинам и даже подписывать счета, и частные точки, и даже государственные супермаркеты поставляют ему дань натурой. Казенные предприятия снабжают его мукой и сахаром, а крупные частные маркеты – более широким ассортиментом товаров, чередуя дежурство каждый месяц. Подняли головы в Шабатском этрапе и новые вымогатели. Ирза, родной племянник Хакима Баймырата Хандурдыева, возглавляет в Хакимлике общий отдел. В связке с управляющим делами по имени Довран он требует деньги за любую копию, печать и регистрацию документа. Взятки вымогают и от имени самого Хакима, а его помощник, бывший начальник строительного отдела Баба Мурат, проворачивает аферы с печатью. Тем временем в Дашагузе Бег Мухаммед Игдиров продолжает снимать сливки с переоформления готовых квартир. Как стало известно, помогает ему коллега из строительного отдела Хакимлика по имени Эсен Мурат, который выступает посредником в различных незаконных сделках. Эсен Мурат вдобавок владеет строительной фирмой через подставное лицо и получает для нее выгодные возможности благодаря своей официальной должности. После публикации Turkmen News о коррумпированном дашагузском налоговике Гайрате Бекджанове против него провели расследование и вынудили подать в отставку. Не помогла ему даже крыша в МНБ, которой он ездил в Ашхабад. Это позитивный сигнал. Однако ни один фигурант махинаций со строительством и недвижимостью, о которых мы писали, не подвергся суду, расследованию или даже отстранению. Из-за безнаказанности они продолжают наглеть. Может быть, в Северном Вилаяте и в Министерстве строительства и архитектуры Туркменистана найдут управу и на Игдировых с Гильдыевыми. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.